4 марта 2025 года международный проект «Кавказ. Наш общий дом» отметил свою 23-ю годовщину. Зародившись в Абхазии в 2002 году, эта уникальная инициатива превратилась в мощное объединение, направленное на укрепление связей, контактов и сотрудничества между братскими республиками Кавказа. Проект, автором и бессменным руководителем которого является Давид Дасаня, известный общественный деятель, историк-этнолог, журналист-международник, блогер и экс-кандидат в вице-президенты Республики Абхазия, сегодня охватывает 9 республик. Это Абхазия, Южная Осетия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан. Кавказ. Наш общий дом выполняет ключевую миссию, сближая, расширяя и гармонизируя международные отношения в регионе. Его деятельность охватывает широкий спектр направлений взаимополезного сотрудничества: средства массовой информации, образование, культура, наука, молодежная политика, кавказские диаспоры в странах мира, организация гуманитарного взаимодействия. Одним из недавних примеров активной работы проекта стало содействие в организации визита учителей Пицунской средней школы номер 2 в братскую Карачаево-Черкесскую республику в конце октября текущего года, в период школьных каникул. Этот значимый образовательный и культурный обмен был осуществлен при поддержке главы администрации Гагарского района Юрия Хагуш, министра просвещения Республики Абхазия Ханы Гунба и заведующей отделом образования администрации Гагарского района Мадины Ажиба. Данная поездка не только способствовала профессиональному и культурному обогащению педагогов, но и послужила наглядным подтверждением успешного воплощения цели проекта укрепления братских уз между народами Кавказа. Руководитель международного проекта «Кавказ. Наш общий дом» Давид Дасаня определил 3 ключевые задачи, которые должны быть реализованы в ходе поездки абхазской делегации на Северный Кавказ. Первая задача — обеспечить педагогам Пицунской средней школы номер 2 качественный отдых, совмещенный с увлекательными и познавательными экскурсиями по лучшим курортам Северного Кавказа Домбаю и Теберде. Цель — способствовать установлению и укреплению прямых контактов между абхазскими, абазинскими и карачаевскими коллегами для обмена опытом и налаживания личных связей. Вторая задача — инициировать возрождение славной традиции проведения международных конкурсов по истории Абхазии и Карачаево-Черкесии, которые успешно проводились в период с 2002 по 2005 год. Механизм: абхазские школьные команды, победившие в конкурсах по истории Абхазии, будут нацелены на углубленное изучение истории братской Карачаево-Черкесской республики. Школьные команды из Карачаево-Черкесии, абазинские, карачаевские и черкесские, будут, в свою очередь, изучать историю Абхазии. Значение реализации этой задачи заключается в углублении взаимопонимания и историко-культурных связей между молодежью двух братских республик. Третья задача — осуществить двухнедельную рабочую командировку руководителя проекта по республикам Северного Кавказа, включая выезд в столицу Южной Осетии, город Цхинвал. Цель — провести встречи с министрами и руководителями различных ведомств Кавказских республик для обсуждения и утверждения программы сотрудничества по ключевым направлениям проекта на 2026 год. Руководитель международного проекта «Кавказ. Наш общий дом»
Давид Дасаня выражает искреннюю благодарность руководству Гагарского района за всестороннюю поддержку международных инициатив. Особая признательность адресована главе администрации Юрию Львовичу Хагуш, его заместителю Тимуру Ампар и заведующей отделом образования Мадине Ажиба. Их компетентность и понимание важности обозначенных целей проекта обеспечили успешную реализацию недавних мероприятий. Активная поддержка гагарских чиновников является ключевым фактором в укреплении международных связей Республики Абхазия, отметил Давид Дасаня. Без их содействия не состоялись бы ни визит абазинской делегации в Гагру, превративший Октябрьский республиканский турнир по волейболу в международный, ни недавняя поездка учителей Пицунской средней школы номер 2 в братскую Карачаево-Черкесскую республику. Делегацию из Абхазии на железнодорожном вокзале города Невиномысск встретили представители единокровного абазинского народа Заурбек и Эльдар Дахчуковы. Особо стоит отметить Заурбека, истинного друга международного проекта «Кавказ. Наш общий дом». Это человек неравнодушный и глубоко патриотичный, которого в народе называют «солью земли абазинской». Именно благодаря таким энтузиастам, как Заурбек, по сей день сохраняются язык, культура, история, дух и менталитет абазинского народа. Из Невинномысска путь делегации лежал прямиком к легендарным горным вершинам. Дорога на Домбай пролегала через Черкесск, Карачаевск и Теберду. Именно там, на знаменитом горнолыжном курорте Северного Кавказа Домбае, абхазскую делегацию всегда ждут с пылким нетерпением и безграничным радушием. Встреча с братьями и друзьями проекта «Кавказ. Наш общий дом» из команды Назира Байчорова, представителей братского карачаевского народа, стала кульминацией первого дня визита. Назир Байчоров, абхазы, запомните это имя. Имя славного и великого карачаевца, внучатого племянника абхазского народа по линии рода Джопуа, обладателя золотого сердца, истинного горца, доброго, щедрого, невероятно гостеприимного человека, который не на словах, а на деле выступает как самый яркий миротворец и миростроитель на Кавказе. Вклад Назира Байчорова в проект «Кавказ. Наш общий дом» невозможно переоценить. Он стал первым из кавказских предпринимателей, кто не просто поддержал идею, но и увидел в ней реальную силу для превращения всего многонационального Кавказского региона в оплот мира и стабильности. Благодаря его личной инициативе и финансовой поддержке, на курорте Домбай было проведено огромное количество мероприятий. Это всевозможные конкурсы и чемпионаты, фестивали и гуманитарные акции, масштабные благотворительные программы. Сегодня можно с уверенностью сказать, что именно благодаря Назиру Байчорову Карачаево-Черкесская республика прочно утвердилась на Кавказе как центр общекавказского регионального и международного сотрудничества в рамках проекта. Именно здесь, в Карачаево-Черкесской республике, у проекта «Кавказ. Наш общий дом» появилась своя резиденция «Свой родной дом». Это отель «Старый Домбай», который стал настоящим магнитом, притягивающим всех людей доброй воли и партнеров со всего Кавказа. Перечислить всех гостей, которых принимал в Домбае Назир Байчоров, практически невозможно. Его гостеприимство стало легендарным, объединив все уголки Абхазии. У него отдыхали представители всех районов республики – гудауцы, ткуарчальцы, ачимчирцы, гагарцы, сухумчане. А среди гостей были учителя и школьники, студенты и спортсмены, певцы и представители творческой интеллигенции, поэты, писатели, ученые и журналисты. Назир Байчоров стал первым на Кавказе, кто разглядел огромный потенциал в проекте Давида Дасаня и одним из первых оказал ему поддержку. С тех пор их личная дружба и братские отношения стали прочным фундаментом международного проекта «Кавказ. Наш общий дом», который с каждым годом укрепляется и расширяет свое влияние, объединяя народы региона. В составе делегации из Абхазии, помимо главы международного проекта Давида Дасаня, выполнявшего роль руководителя делегации, находились Кристина Джения, завуч школы, Мактина Бебия, учитель абхазского языка, Диана Авицба, учитель русского языка, Яна Арамян, тренер школы, Альбина Кофаглы, учитель абхазского языка, Сусанна Папазян, учитель математики, Алина Барциц, учитель английского языка, Анастасия Рюрик, учитель начальных классов, Эсма Гунба, учитель абхазского языка, Наталья Шмилик, учитель физической культуры и Асида Кабахия, учитель биологии. Даже погода в Карачаево-Черкесской республике решила исполнить все пожелания и капризы гостей из Абхазии. Те, кто жаждал солнца, получил его сполна. Те, кто мечтал увидеть первый снег, дождался снегопада.
Но главным подарком для делегации стали не природные явления, а новые профессиональные контакты и друзья. Абхазские педагоги удачно приобрели коллег и единомышленников в двух школах республики: в Тебердинской средней школе номер 2 имени Магомеда Халилова Карачаевского городского муниципального округа и в Страковинской средней школе Адыги Хабльского района. Эти встречи стали важным шагом в реализации цели проекта «Кавказ. Наш общий дом» по укреплению образовательных связей и обмену опытом на Кавказе. Первая встреча пицунских учителей состоялась в городе Теберде во второй средней школе. Именно сюда в далеком 2002 году автор и руководитель общекавказского проекта Давид Дасаня прибыл с делегацией, группой учителей и учащихся Ткуарчальской средней школы номер 1. Тогда гостей радушно встретил Магомед Халилов, а сопровождал делегацию начальник управления образования города Карачаевска того времени Ракай Мухтарович Алиев. Первые шаги по сближению Республики Абхазия и Карачаево-Черкесской Республики в рамках международного проекта «Кавказ. Наш общий дом» активно поддержал директор средней школы номер 1 города Карачаевска, отличник просвещения Российской Федерации, а впоследствии директор проекта «Кавказ. Наш общий дом» по Карачаево-Черкесской Республике Шамиль Магометович Хубиев. На начальном этапе реализации международного проекта «Кавказ. Наш общий дом» не обошлось без сложностей. Когда руководитель проекта Давид Дасаня впервые представил свою инициативу в Министерство образования Карачаево-Черкесской Республики, министр Алла Афанасьева поручила своему заместителю оценить проект. К сожалению, проект получил нелестный отзыв, связанный с националистическими побуждениями чиновника. Однако эта ситуация не повлияла на общее признание значимости проекта. Проект «Кавказ. Наш общий дом» получил активное одобрение и поддержку со стороны министра образования и науки Республики Адыгея Заура Жане. Позднее проект также активно поддержал министр образования и науки Северной Осетии Алании Владислав Тотров. Поддержка со стороны этих ключевых фигур в образовательной сфере Кавказа подтвердила межрегиональную важность и востребованность инициативы Давида Дасаня. Несмотря на первые трудности, руководитель проекта не мог покинуть Карачаево-Черкесскую республику без гарантии участия этой стратегически важной республики в абхазском проекте. После того, как обращения к абазинскому и черкесскому общественным движениям не принесли результата, им пришлось отказаться от проекта из-за отсутствия организационных возможностей, Давид Дасаня принял смелое решение. Он отправился в город Карачаевск, действуя буквально на авось. Он не знал там никого и не рассчитывал ни на чью помощь. Но именно эта решимость принесла большой успех проекту. В Карачаевске Давида встретил Ракай Алиев, начальник управления образования администрации города Карачаевска, который принял его как родного человека. Соблюдая субординацию, Ракай Алиев спешно связался с заместителем мэра Карачаевска Умаром Беслинеевым, а тот, в свою очередь, с мэром города Сапарбием Лайпановым. Прием, который оказали Давиду Дасаня 3 чиновника Карачаевска, был поистине княжеским. По уровню радушия он был сопоставим с тем, как в период бытования абхазского княжества Абхазы принимали князей из рода Аублаа. Это стало огромным успехом для всего международного проекта. Похожие трудности ждали автора проекта и в Кабардино-Балкарии. Там Республиканское министерство образования также не проявило интереса к участию в проекте. Однако и здесь нашлись инициативные партнеры. Глава администрации Терского района с подачи своего первого заместителя Мурадина Керифова активно поддержал проект, подтвердив, что ключевую роль в межрегиональном сотрудничестве часто играют именно местные администрации. Проект «Кавказ. Наш общий дом» — это не только успехи и достижения, но и дань памяти тем, кто стоял у его истоков. В ноябре прошлого года Карачаевск и Абазинский район принимали большую абхазскую делегацию. В рамках проекта «Кавказ. Наш общий дом» там побывал коллектив учителей и учащихся Цандрипшской средней школы номер 2 численностью до 36 человек во главе с директором Ахазом Эшба. Одним из главных организаторов того визита был Ракай Алиев, сыгравший ключевую роль в прорыве проекта в Карачаево-Черкесской республике. К сожалению, в этом году его не стало. Его уход стал серьезным ударом для всего проекта. Руководитель проекта Давид Дасаня и все его соратники, участники проекта «Кавказ. Наш общий дом», выражают искреннее соболезнование всему карачаевскому народу в связи с кончиной Ракая Мухтаровича Алиева. Намного ранее, еще в 2005 году,
ушел из жизни выдающийся деятель, стоявший у истоков общекавказского сотрудничества Магомед Халилов. Он был великим карачаевским учителем, создателем школы века, руководителем и реформатором с большой буквы, поистине легендарной личностью. Вечная слава и светлая память истинным патриотам Кавказа, которые строили наш общий дом. Делегацию педагогов из Абхазии радушно встретили в стенах Тебердинской средней школы номер 2. Гостей приветствовали директор школы Аминат Семенова, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации и почетный гражданин России, и ее заместитель Халимат Даюнова, имеющая звание «Отличник просвещения России», а также другие преподаватели учреждения. Для коллег из Пицунды в школе провели экскурсию по учебным классам. В ходе живого и открытого диалога педагоги обменивались профессиональным опытом и рассказывали о своих методиках работы. Особое внимание абхазской стороны привлек кабинет проекта «Точка роста», оснащенный современным оборудованием. Итогом продуктивного визита стала договоренность о дальнейшем сотрудничестве. Была достигнута предварительная договоренность о подписании в следующем году соглашения о побратимстве между школами Теберды и Пицунды. Несмотря на нахождение за пределами Карачаево-Черкесской республики, встрече весьма поспособствовал давний друг проекта, бывший начальник отдела управления образования Карачаевского городского муниципального образования Шамиль Чолаков. Теплый и дружественный прием завершился традиционным кавказским гостеприимством. В неформальной обстановке гости смогли отведать блюда национальной карачаевской кухни, что стало достойным финалом этой части визита. Обратный путь из Теберды в Домбай выдался солнечным. Благодаря прекрасной погоде абхазские гости смогли подняться по канатной дороге в горы, где учителя из Пицунды сфотографировались на память, поиграли в снежки и дали интервью телеканалу проекта «Кавказ. Наш общий дом». На следующий день, 30 октября, делегацию из Абхазии с нетерпением ждали в абазинском ауле Стракувинск Адыги-Хабльского района. Встречу организовали председатель общественной организации «Абаза», лидер абазинского народа Умар Кончев и директор Стракувинской средней школы Амра Килба. По пути в Стракувинск руководитель проекта «Кавказ. Наш общий дом» Давид Дасаня организовал для пицунских учителей экскурсию по достопримечательностям Черкеска. Делегация посетила Зеленый остров, где состоялась встреча с верными соратниками проекта в Карачаево-Черкесской республике. Это Зауди Нагачев, потомок абхазских князей из рода Гечба, исторически владевших селом Гичрипш в Абхазии, и Заурбек Дахчуков, представитель ветви кабардинских князей Дакшукиных. Оба являются близкими людьми для Давида Дасаня и активно поддерживают его деятельность. Участники абхазской делегации надолго запомнят теплый и радушный прием, оказанный им в абазинском ауле Стракувинск. Несмотря на то, что подготовка к визиту заняла у стракувинцев всего один день, встреча была организована с большим размахом. В разгар школьных каникул в учебном заведении собрались как педагоги, так и ученики. Для гостей силами местного дома культуры под руководством Ратмира Черкесова был дан концерт. Особое впечатление на зрителей произвело выступление художественного руководителя Дома культуры Муслимат Бирковой, ярко продемонстрировавшей свой талант. Перед собравшимися выступили Ирина Банова, начальник управления образования, молодежной политики, физической культуры и спорта Адыги-Хабльского муниципального района, Умар Кончев, председатель общественной организации «Абаза», Давид Дасаня, автор и руководитель международного проекта «Кавказ. Наш общий дом» Роберт Ашба, член Общественной палаты при президенте Республики Абхазия Кристина Дженни, завуч Пицунской средней школы номер 2 Амра Килба, директор Стракувинской средней школы. Эта поездка стала не просто обменом профессиональным опытом, а живым мостом, соединившим сердца абхазских, карачаевских и абазинских педагогов. От гостеприимных домов Домбая и радушия Теберды до теплого приема в Стракувинске весь маршрут был пронизан духом единства и общей судьбы. Проект «Кавказ. Наш общий дом» вновь доказал свою жизнеспособность и важность, превращая идеи сотрудничества в конкретные действенные программы. Подобные гуманитарные мосты, выстроенные между школами, аулами и городами, это и есть та самая прочная основа, на которой созидается мирный и процветающий Кавказ. Школа носит имя Магомеда Исмаиловича Халилова.
Это наш директор, который проработал 40 лет директором школы, и мы все здесь практически его ученики. Ну, к сожалению, в 2005 году он скончался, и с тех пор как бы директором школы являюсь я, Амина Джаафаровна. Это наш бессменный замдиректора. Мы с ним дружили всего лишь 3 года. Да. Это у нас замдиректора по воспитательной работе. Это мой любимый коллектив. Очень приятно. Так что, ну давайте. А вы уже приезжали к нам? Да, в 2002 году. Молодой. И был директор школы Ракай молодой. Мухтарович. Да, Рагай И Мухтарович. с вами поднималась на гору. Да. Вот, это так что мы... Были учителя молодые, 2-3 женщины. Мы первый раз. Мы первый раз. Они первый раз, да. Детей много было тогда, очень много. 15 детей было. Они покатались на лыжах там. Наши женщины на горе им банданы подарили, ухаживали за ними, покормили нас там хорошо, очень хорошо. Здесь мы устроили Троево здесь во дворе, население подошло, здесь есть абхазы. Ну, тогда тоже им очень нравилось. Тогда школа, мне кажется, еще лучше. Свои вещи. Есть такой проект в Абхазии, который объединяет все народы Кавказа. Этот проект называется «Кавказ. Наш общий дом». Официально этот проект действует на территории Кавказа 23 года, но неофициально он работает, функционирует более 30 лет. Проект, который нравится не только Абхазии, но и России. Решил так, приятное с полезным. На первом этапе все изучают историю Абхазии. На втором этапе победители районных и городских конкурсов собираются в Сухуме. Проводится общенациональный конкурс. И вот те 4 команды, которые выигрывают на этом конкурсе, одна из команд, ей предоставляется право изучения истории Адыгеи в течение 3 месяцев. Другой команде предоставляется право изучения истории Карачаева-Черкесии, 3-й команде историю Кабардино-Балкарии, 4-й команде историю Северной Осетии. Тогда Южная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан, они были за пределами нашего проекта. И перед этим, перед организацией межреспубликанских конкурсов, я должен был приехать в Адыгею, Черкесск, Нальчик и Владикавказ. В Адыгее меня на ура приняли. Министр Заур Керемизович Жане, очень колоритный человек, прогрессивный деятель, государственник. Он очень активно поддержал. И там появились в Адыгее первые знатоки истории Абхазии. То есть мы отвечаем на вопросы их учителя по истории Адыгеи, а их дети отвечают на мои вопросы по истории Абхазии. Это еще на Кавказе никто, как говорится, не практиковал. Далее я приехал в Карачаево-Черкесию, ну вот только я начал говорить, была очень хорошая женщина, но ее неправильно информировали. Это Афанасьева. Вот там ее фотография. Да, очень Вы ее приятно. вспомните. Она с немцами там стоит, у нас гости немцы. Да. И, в общем, не получилось. Ну, вы сами понимаете. Российская Федерация для нас является стратегическим партнером для Республики Абхазия. Карачаево-Черкесская Республика является стратегическим партнером, родственником, побратимом, братом для Абхазии. Это вообще, если Карачаево-Черкесии в проекте, который инициирован Абхазией, нету, тогда это пиши пропало, это провал любого проекта. Поэтому я без результата отсюда уехать не мог. Наконец, я уже думаю так, елки-палки, 5 коренных народов Карачаево-Черкесии. Это карачаевцы, черкесы, абазины, нагайцы и русские. Да. Ну, кто нам ближе всех? Ну, карачаевцы, мы вас любим, но абазины все же по языку, по культуре, по происхождению ближе. Поэтому я обратился к абазинам. Я говорю, давайте поддержите вот этот проект.
Они сказали... Но, Да. я вас перебью. Но зато карачаевцы, когда вот шла ваша абхазская война с Грузией, Да, вот вертолетная мощно. площадка, в которой грузили Да, муку, Тиберген. и наш в школе был грузовик, автоделу мы учили, вот туда подвозили вот эту муку, и вертолеты оттуда к вам перелетали. Я... Что-то Не, карачаевцы. не просто я, это и... Ближе всех мы к вам. Да, все верно. Через перевал. Все верно. Я знаю прекрасно, и я хочу, чтобы в этом фильме вот это все было отражено. Тиберда и карачаевский народ в тяжелейший для нас, для Абхазии народа момент, они поддержали нас. Мощная гуманитарная поддержка была сделана и карачаевцами, и всеми остальными народами данной республики. Никакого, ни одного друга карачаевца у меня не было к тому моменту, 2002 год. И по дороге маршрутка была заполнена полностью. В основном там были женщины, ну и несколько человек мужчин. И тут кто-то из женщин меня о чем-то спросила. Я что-то ответил. Она сразу поняла, что я не карачаевец. Она говорит: а кто вы по национальности? Я мог сказать, что я чеченец. Меня, кстати, часто путают с чеченцем. Я мог сказать, что я дагестанец, осетин, в конце концов. Но я сказал, я абхаз. И тут, ну вы помните, 2002 год, вот эти выборные дела. И тут женщины набросились на меня, они говорят: как это так, вы абхазы, влияете на абазин, на черкесов, приезжаете сюда, какое вы право имели, значит, участвовать в этом процессе, зачем вы одних настропаляете, значит, противопоставляете другим. Я говорю: вы что-то путаете, я говорю, у меня проект, я говорю, у меня совершенно другие цели. В общем, был бабий бунт. Ну, конечно, никто руку не поднял, но, знаете, а мужикам, карачаевцам было интересно, побьют меня все-таки женщины или нет. В общем, я, проклиная все на свете, и этот день, и мою идею, прибываю в Карачаевск, открываю дверь, схожу с маршрутки, захожу в администрацию мэрию города Карачаевска, узнаю, где находится управление образования. Как только я открываю, я уже думаю, меня тут, ну, и, в общем, откритикуют, отпесочат, и я возвращусь безрезультатно. И меня встречает Рахай Мухтарович Алиев, Царство Небесное. Человек-легенда, человек, смерть которого я оплакиваю по сей день. В общем, и когда я сказал, я из Абхазии, назвался и так далее, он, ну вы знаете, он чуть-чуть полненький был, он поднял руки к небу, значит, к Богу и сказал: слава, хвала Аллаху, говорит, значит, родная Абхазия прибыла, говорит. И он меня обнял, сразу начал звонить по телефону. Тогда Беслинеев Марк Лачгириевич был. Значит, меня в его кабинет завели. Он обрадовался, родная Абхазия прибыла. Затем он начал звонить Сапарбию Ахматовичу Лайпанову. Лайпанов принял меня как высокого гостя. Затем он позвонил, Рагай Мухтарович позвонил Шамилю Магометовичу Хубиеву, директору первой школы. В общем, ну, вот такие моменты были. И с 2002 года, кстати, в первый мой приезд я попал в эту школу. Магомед Исмаилович Халилов стал моим старшим братом, старшим другом. Он любил меня как родного человека, да. Как родного человека. Жаль, мы потеряли рано его. Я здесь был и ознакомлен и с уставом школы, и с президентом вашей школы.
Как сегодня помню, молодой парень. Хочу и в Казбе. Каково быть педагогом? Ну, так получилось, это, наверное, лишь треть нашей команды. Но вот мы принимали решение, кто сможет поехать, потому что, как мы знаем, что даже в каникулярное время мы все предоставлены своему делу. Ну вот, отпросились кое-как, оказались здесь. Да, помогли нам все, в общем, мы здесь. Я завуч, да, завуч, звучит громко, но дело в том, что мы тоже буквально в январе потеряли нашего директора. Его ученицей я являлась и пришла работать в родную школу. И 21 год, как я уже в нашей школе работаю. Когда его не стало, у нас такие перестановки кадровые произошли, и я уже в должности с сентября месяца, поэтому я совсем юный завуч. Мне многому придется поучиться, и знаю всю ответственность, всю нагрузку. Так что будем рады нашему... Как вас зовут? Кристина Александровна. Так. Сейчас мы, да, учителя русского языка, абхазского языка, девочки у нас, учителя английского языка, начальная школа, география, математика, да, и биология, физкультура, в общем, вот так. Пару слов о вашем родстве с Адлиба. Это будет очень интересно. Вот самые первые старожилы вот этой поляны, этот район, в котором наша школа находится, называется Поляна. Старожилом там был наш дед, моей свекрови, а ее свекра, отец. Вот его мать была абхазка, и я Адлиба. Это все помнят, мы все это знаем. Мы Дальше. Вот, и они, вот потомство их, вот не мы, а вот внучка познакомилась вот с этим Колей, о котором я говорила, с физруком, и они пригласили ее туда. Она была учительница, работала в третьей школе Карачаевска, и решила поехать посмотреть, купила там квартиру, ей очень понравилось, Фатима. Вы сами были в Абхазии? Нет. Поехала она туда, купила там квартиру в Сухуми, не знала же, что война будет. Это было до войны еще. И она так всех приглашала туда, там к ней другие родственники ездили, отдыхали там, жилье есть, море рядом, вот. Ну, потом, после того, как все там, и квартира у них, то ли она разрушилась, то ли что-то, она постарела уже, ну, не стала ездить, не знаю, чем там все кончилось. А вот эта сестра еще долго работала там, потому что она помогала тем, которые туда с временной пропиской, там, что-то мы такое слышали. Но вот эти Буэнсузовы соседи здесь, которые нам не родственники, но родные по Абхазии, у них тоже бабушка, у них дед был Буэнсузов Сефер, у которого мать тоже была абхазская, фамилию я не знаю, они, наверное, Ну, они тоже родственники адлибовцев. Но Да. у них еще и Квацба, Ашуба. Вот что так, по-моему, первая фамилия. Квадзба. Ну, что-то они вам скажут, если мы Фатиму вызовем. Они с удовольствием пришли в тот раз. Я же говорю, так хорошо все ваши эти дети танцевали вот здесь на площади. Помните, вот ворота мы Это в открыли. 2002 году. Музыку включили, как хорошо Да. было. Вот, да. Вот я помню этих двух молодых. Вот Дасания был, и был, один был, вы за Завгорану тогда были? Или Нет, я директором? руководитель проекта. Руководитель проекта. А эти двое кто были, где они сейчас? Один был директор школы, другой был молодой завгорану. Ну, заведовал району или горану. Наша школа построена была в 1974 году. И был директором школы Халилов Магомед Смаилович, как вы знаете. Он проработал директором 40 лет. Халимат Афоновна, наш завуч, стаж, который составляет 55 лет. Это опытнейший завуч всего управления образования Карачаевского городского округа. Ну, как бы остальные завучи у нее учатся, будем так говорить. Мы тоже все ее очень слушаем. Иногда слушаемся, иногда нет. Ну, в основном стараемся как бы слушаться. Вот. На сегодняшний день очень злободневна нехватка кадров. Вы знаете, что школы у нас, к счастью, коллектив укомплектован очень сильными учителями. Есть учителя по всем предметам, и они именно закончили эти вузы и специализируются, и работают по 20, по 30, по 40 лет.
Есть молодые учителя, которые пришли и в этом году, и в прошлом году. В основном это учителя, ученики наши, которые вернулись опять-таки к нам в школу и работают с нами. Всего у нас 302 ребенка. У нас прекрасные учителя начальных классов. У нас в коллективе, значит, 16 учителей имеют высшую категорию. 5 учителей имеют первую категорию. У нас есть почетные работники образования, есть отличники образования РФ, есть заслуженный учитель Карачаева-Черкесии. В общем, такой маститый, знаменитый коллектив. Очень много гостей мы встречаем, как из округа, так и даже из-за рубежа к нам приезжали гости. Вот. Ну, к сожалению, о том, что вы приедете, нам сказали только с утра, и мы как бы не успели хорошо подготовиться, но очень рада всегда гостям. Магомед Исмаилович тоже очень любил встречать гостей. Да. У нас как бы школа вот на его традициях, она и так и продолжает работать и развиваться. Школа психологического комфорта, я бы так охарактеризовала нашу школу в 3 словах. То есть мы стараемся создавать уют в школе, в кабинетах, чтобы в школе было светло, тепло, уютно, и чтобы дети чувствовали вот именно такое, комфортабельно себя чувствовали в стенах нашей школы. Вот работаем над этим. Помощник Ельцина такой был тогда, советник Ельцина по вопросам образования, вот он проводил. И нам старались внушить, что при разговоре с человеком уже директор школы там со своими помощниками должен определить, стоит ли этого человека брать на работу, будет ли из него учитель или нет. Вот такие специальные были термины, что тяжело семинар дался, но он был проведен именно на базе нашей школы. Потом здесь проводился всероссийский семинар заведующих кафедрами английского языка в нашей школе. У нас были сильные 3 предмета. Мы тогда преподавали. У нас был английский, у нас был немецкий, у нас был испанский. Было 3 учителя. Были 2 первыми, вот что касается техники, 2 кабинета были оборудованы вот этими пультовыми, вот такие простейшие пульты такие были. Но дети на местах могли каждый свой ответ до учителя донести. Значит, лингофонные кабинеты назывались они. Они удивились, что у нас лингофонные кабинеты в такой глубинке там. А один учитель из Кургана, по-моему, был. Как он выступил, прямо мы все чуть не расплакались, там все делегации. Он сказал, что даже мы не ожидали, что в вашем... Все равно же это от центра далеко, горы, там как бы школа, тогда было человек сколько? 500, наверное, было. Тогда детей было больше, почти в 2 раза больше было детей. Приезжали академики из Академии наук, которые занимались вопросами преподавания русского языка. И именно Северный Кавказ делали выездное заседание Академии наук. Вот там заместитель министра сверху, ее уже нету тоже, она была базинка, Фатима Хамзетовна. Она привезла их сюда, приехали они сюда. Делегация была немногочисленная, потому что много этих академиков же не могут выезжать одновременно. Но у нас фотографии сохранились. Они вот привезли с собой 26-ю школу Махачкалы. Это была базовая по Северному Кавказу по преподаванию русского языка. И у нас в школе по распределению работала учительница, у которой мама была русоведом в той школе. И это преподает у нас, а та мама приезжает в составе делегации сюда с этими. Они захватили с собой учительницу. Прямо такие интересные. Вот ваш рассказ меня прямо это... Слушать же хочется, когда человек сидит. И мы прямо такое вот стечение такое, да. И она... И эта женщина сказала, вот моя дочь должна отработать 3 года по распределению, она не хочет уезжать туда. И она здесь вышла замуж, он работал, но нашла своего, ну не как она, национальность, даргинка или кто-то, а ну другой, там же много наций. И они друг друга не понимали, у них языки другие, но они здесь друг друга нашли. И она еще долго здесь жила. От нас она перевелась в центр, в Черкеске немножечко поработала, потом они уехали к себе туда. Вот такие важные мероприятия в школе проводились. Дорохов такой заместитель председателя крайисполкома сам курировал. Такой мужик важный, вот здесь ходил вокруг за рабочими, как будто он прораб, вот так себя вел здесь. Оставался у Магомеда Исмаиловича.
И Магомед Исламович сюда подружился с Ахвердовым. Он был полугрек, но был замминистра образования Ставропольского края. Вот он очень долгие годы нас поддерживал. И когда всем было тяжело, мы получали немецкие доски, мы получали кадоскопы. Помнишь, Паковский район приехал, делегация учителей, и говорят, а это что такое? На кадоскоп показывали. Они не знали, что это такое. А вы когда приехали в тот раз? Директор закрепил 2 мальчиков. Один был президент школы Такайчуев Казбек, а второй был Чучаев Бештав. Они на лыжах хорошо катались. И когда они повели этих детей наверх, я от холода, Ракай Мухтарович дал мне свой шарф. Такой снегопад был, и ветер сильно был. И это мокрое, дождь вначале пошел, у меня прямо примерзал шарф к щекам. Такой холодный, я Донбай не люблю вообще. Холодно. И, значит, спускаемся и смотрим, ваши все на лыжах с 5 спускаются вниз за Казбеком, за Бештавом. Клянусь, они так быстро. Я вообще поразилась, как они один раз спустились, и на второй раз уже самостоятельно за ними ехали. И все нам снизу машут своим учителям, а мы с канатки сверху смотрели. А женщины нас, которые там торгуют же для туристов сувенирами, они заметили, что детям холодно, у вас же тепло в Абхазии. Они на голову вот Лайпанова повязала, банданочки им повязала. Они такие довольные, бандан. Предлагали им носки, все, они не хотели дети брать. Ну, как бы. А так они бы их полностью водили. Да. И вот я запомнила. И Ракай Мухтарович там через папа этого Казбека, у них там кафе было, они там покормили эту делегацию детей, этих вас всех. Так очень, нам очень приятное воспоминание. Я еще говорю, абхазы, там среди них есть те, кто были тогда, я сразу говорю. Такие у меня. Для того, чтобы дети познакомились в сельской местности, будем называть так, с новыми технологиями. Есть точки роста по информатике, есть точки роста по физике, по химии, вот, и так далее. Для чего они созданы? Ну, чтобы познакомить с новыми технологиями, с новыми профессиями и так далее. У нас точка роста по информатике. Ну и давайте начнем. Вы, наверное, заходили, увидели, вот здесь у нас вот и фотоаппарат стоит, и кто знает, что это? Я. Все. Вы знаете, да. Это вот смотрите, здесь я перечислю, да, здесь это 3D принтер. То есть мы детей учим 3D печати, 3D моделирования. Я этим занимаюсь, это дополнительное образование. То есть это центр, то есть мы и в учебе используем это, и далее дети сюда приходят, и мы их учим этому. Вот я в частности учу. 3D модельки я все подарил, не все, сейчас. Где вот моя модель легендарная. То есть для чего он нужен, этот центр? Для того, чтобы дети вот, научились 3D печати, 3D моделированию. Также у нас, вот смотрите, есть у нас, учим здесь летать на квадрокоптерах. Причем эта точка роста открылась у нас до специальной военной операции, да, к сожалению, благодаря ей мы узнали, что это направление очень важно и в том направлении военном, и в направлении там сельхозтехники, там сельхозхозяйства, точнее, фото, видео дело, да, и так далее. А что 3D-печать делает? 3D-печать, ну смотрите, 3D-печать, как говорят те, кто работает с 3D-принтерами, на 3D-принтере можно напечатать 3D-принтер. Вот, то есть все, что хочешь, ты можешь напечатать. То есть сначала создать на компьютере эту модель, есть куча готовых моделей. Вот, ну, если иметь хороший пластик, то вот ко мне многие обращаются, может быть, вот у кого-то и у вас в семье было, вот эти мясорубки же есть. Да, там вот этот ломается, который крутит, да, вот такую детальку распечатать можно, но у нас пластика такого крепкого нет, точнее его можно купить, ну, я не покупаю, у нас здесь обучение, а не цех по производству. Вот, также мы занимаемся здесь проектной деятельностью. Вот мы, кстати, вот на 3D принтере распечатали, это квадрокоптер, корпус квадрокоптера, на Озоне, на Алиэкспрессе заказали винты, но не дособрали мы еще, потому что ну, немножко для зарплаты учителя, там купить пульт за 18 тысяч только лишь, да, и плату там за 6 тысяч, ну, как можно, ну, со временем мы это все купим, это все в процессе, да, вот мы распечатали полностью корпус, то есть у нас какая задача была? Привлечь детей к созданию, к техническим профессиям и как раз таки к
техническая профессия, чтобы она еще была связана с IT. Как вас зовут, фамилия, имя, Я отчество? вообще вот Узденова Назифат Магомедовна. Узденова Назифат Да. Магомедовна. Моя бабушка Берегетова, Берекетова. да. Она вышла А они замуж за абхазы Узденова, да. по происхождению? А бабушка, да, бабушкин отец чистый абхаз, да. А. Гожба. Куажба, откуда вы не знаете? Вот, ну, не знаю, потому что это было... Скорее позже всего, с села Хуап. Ну, я же оттуда за это Да? спрашиваю. Вот. Да, короче, вот так. А дело в том, что... Вы были в Абхазии? Нет, никогда не было. А Мой сын ездил. оттуда приезжали ваши родственники? А знаете, у нас одна сестра там в институте работает, она ездила туда, нашла фамилию, нашла родственников, типа. Мы приглашаем вас в Абхазию и обязательно познакомим с вашими близкими родственниками. Они очень авторитетные, уважаемые люди в Абхазии. Спасибо И большое. покажем, где живут куажбовцы. Да. Да. Потом они приняли Всего. фамилию. Дело в том, что они приехал их отец с 2 сыновьями. Оттуда каким-то образом. Ну, то ли месть какая-то была, то ли кровная месть. Я не знаю, точно. бабушка А не их говорит. много здесь, Берекетовых? Нет, а Беркетов, да. Он, вот мой прадед, он родил, короче, получается, от него 10 детей. 10 сыновей и мою бабушку. Ягода малинка, крутит головой, залетает стоп. Такая ты грустинка, холодная картинка, хлопает глазами, лево-право потолок. Ягода малинка, крутит головой, залетает стоп. Такая ты грустинка, холодная картинка, хлопает глазами, лево-право потолок. Красота! Ягода малинка, ой-ой-ой, ты моя грустинка, ай-яй-яй, ягода малинка, ой. Кристина Александровна, с вас мы начнем. Она здесь не... Вы руководитель делегации учителей Пицунской средней школы номер 2, которая впервые в истории, да, Пицунской школы побывала в Карачаево-Черкесской республике. Мы находимся в Домбае. Несколько слов. Прекрасное место, прекрасная страна, гостеприимные люди и такое ощущение, что ты у себя дома. И это очень ценно, это очень важно. И благодаря вам, Давид Мканович, спасибо вам огромное. Ну и благодаря тому, что Министерство просвещения Абхазии поддержало нашу идею. Ну им отдельное спасибо. Да, и обязательно большой респект и уважение начальнику отдела образования, просвещения, то есть Гагарского района, это Мадина Аликовна Ашева. Хана Владимировна Гунба, респект и уважение огромное. Действительно, я с ней связываю, и вы, весь педколлектив связывает
прогрессивное развитие системы образования в Абхазии. Ну вот. Отсюда мы ей передаем большой привет. Да, большой-большой Большой привет. привет из Донбая. Да. В первую очередь хочу выразить благодарность всем, начиная организаторам, да, хочу выразить благодарность, и, естественно, районный отдел образования Гагарского района и всем, кто приложил какие-то усилия, кто дал добро и так далее. Вы Место- впервые здесь? Да, я здесь впервые, место очень атмосферное, уютное. На самом деле, вот как у себя дома, наверное, кавказский менталитет все-таки играет роль, и не зря Кавказ наш общий дом. На самом деле, наверное, это так. Очень рада, что здесь побывала, надеюсь, что это не последний раз. Вы будете советовать другим педколлективам школ принимать активное участие в проекте Обязательно. «Кавказ. Наш общий дом»? Обязательно. Я считаю, что каждый должен здесь побывать. Это Этому проекту замечательная нет цель. альтернативы. Абсолютно. Спасибо за поддержку. Спасибо вам огромное за организацию этой поездки. Спасибо отделу образования Мадине Аликовне, Хане Владимировне Гумба. Я думаю, что это хорошее начало, заложено, и в дальнейшем мы продолжим. Ну, мы свою миссию, Мы свою миссию выполняем. Да, и выполняем. Сегодня Весь были в фотоотчет Тибердинской. позже. Да, все понял. В Тибердинской мы Спасибо. были. Да, Завтра будем у Абазин. да. Вот. Всем привет в Абхазии. Всем привет из Донбая. Ждите, скоро будем. Кому конкретно? Сан Санычу давайте передадим. Сан Сан Саныч. Саныч. ПСШ Респект. здесь рулит. Апсуа. Слушала. دارح قوي أخوي أبراح خاز حزيجي حيتنا حقول قزارة داري بزيو زيجي يدود زني تبوب حشاحد شخ حد قلا زريزة تقلا زي شخ حوز حخايز جداري بزينا حرد الكل زيجي تبوب يدود زن حشاحد يتبوب Абзира. يتبوب دارت زكي عايش كاتشا بري حزيجس كاز زكي تبوب حرحد قاخور لزكي حرد الكل يخطي شكول حزتاز وبس حقوش تخنا Тибердат пи айбет вебчера. يوباس تا تشاشلا حليتولو نحتشاجي أياش شاسوت وعندي تركيز تخزامز وبس سشكولش سنيز شو بس كويا بيت سكويا أنا قلت بس يقوى يجيك يشكادو برتريتشا يتنا يايرفا أرفشو كوي مردو أري يحا نس يادقلدو بس كويا أنا قلت يتبوب زيكي Тавуп Шерге.
орел над Кавказом и видит внизу города. Летит орел над Кавказом и видит внизу облака. Край, милый край, горный Донбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай. Край, милый край, горный Донбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай. Есть на Донбайе дороги извилистые, крутые. Эй, Чигит, придержи коня и быстро не гони. Край, милый край, горный Донбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай. Край, милый край, горный Донбай, на склонах гор высоких ты гостей встречай. Моя жемчужина, благодатный край, эхом отдается песня птичьих стай. На Кавказе я живу, где седой Донбай, это моя родина, горный Карачай. На Кавказе я живу, где седой Донбай, это моя родина, горный Карачай. Здесь в хрустальном воздухе облака плывут, здесь Кубани теперь да свой разбег берут. Ни с чем не сравнимая, милая земля, чаша изобилия, родина моя. Ни с чем не сравнимая, милая земля, чаша изобилия, родина моя. Моя долина, сказочный архыз, царство здесь орлиное, водопадов брызг. Утро родниковое, Нарская земля, легендами опеяна, родина моя. Утро родниковое, Нарская земля, легендами опеяна, родина моя. Соколов мудростью мой народ живет, и горянка в танце лебедем плывет. Как ты сердцу дорог, поднебесный рай, сердце моя родина, горный Карачай. Как ты сердцу дорог, поднебесный рай, сердце моя родина, горный Карачай. Сердцу дорог, поднебесный рай, сердце моя родина, горный Карачай. Как ты сердцу дорог, поднебесный рай, сердце моя родина, горный Карачай. Сердце моя родина, горный Карачай. Кавказ наш общий дом, проект капитально тяухуц. Вы анцо анакуэкоп Кавказа и бзазова азмва шадыркылта уважать бачпо бзея бабуа абраваси бзазар наса казлак обуз аджукуца Аллах тузар хат.
Янапа. Абхазия бзазова, конечно, вот хай собама. Са, например, я лохшсмам. Абхаз базно как будто мой родной. Самый близкий родной. Я пошли из бедуама. Почему? Потому что когда-то аваплах бзазун арги. Один народ. Агачара, гачбаква, гачрыб ударит, амажапна яргуанып, агачаква вара утхум атурых закы бажа яхайс. Тхум атурых арги, наверное, Абхазия лаха, конечно, хаба цараба хумодана. Видишь, عطت درلها أخنقانا برا أبنا. Агачара трюкшта яб, абсны яб, Карча Черкес Республика пны бзази. Особенно от Турции трюква пнышта данаква. Миша запшизи кадана. Хайцохи. Хайцоха Миша что в книге рызапна. Чукову аджеву максиздарам нац дана абра дана нация дана ябх. Первое-то, а вот 30 шардати табу апна. Книга пнеси сама пишет апна. А вот ремшних айва агачара агу. Так что во время Кавказской войны нас раскидал, Таджипан, пожалуйста, нырла. Вахсаша шпу, шабан паракwas, чаратша. Бзюм. Бзиба, алямат, что Акол зму. Агачара обсесством яхала, иду уже. Дай Бог. نشيفان الله تزرس خد سشدو الله تزرس خد بزازا شابسني توسنا ليه تستقل السلام عليكم بشتارة شقم خد بزيزا شعبيد شو خير زبحازينا خير يا الله الدنيا خير تشكسا سقيا شدو مرسل خمو حارس حعار أوك ترى خير داريد مقاني با دسانيا اي بوتسز Кавказ наш общий дом Халаб хускшо цит дайпха загисит дамбай шабушта цкята пшзати дихален ичпаваша бу Аллах дизаласхат зумма Кавказге урышге зумма арчеки базаги наваги схазина зумма здат абхазги зумма халата васахаб Урман Хизал Аллах дизаласхат واحد سردوك عويت وحاجم خرات سشدو أبسني بزازة وشردوي ودري عسلام كوا نارود خرنس جواش يلقعتا لكوب دالات بوردانيا рамель рабая хагуш савели зулик زمزدلوا زما всем салам алейкум. Ага. Аллах. Сызбата саздылху салам дуна лыстхи. Ага. Абзила кошмар. Зеромаз. Делегацию международного проекта «Кавказ. Наш общий дом» из Республики Абхазия в нашем гостеприимном ауле Старокубинск и нашей прекрасной школе. В составе делегации Дасаня Давид Мканович, автор и руководитель проекта, а также 11 учителей из Пицунской СОЖ номер 2 Гагарского района Республики Абхазия. Поприветствуем их аплодисментами. Сегодня вас, наши дорогие гости, встречает элита Адыгихабльского муниципального района. Начальник управления образования Адыгихабльского муниципального района Банова Ирина Мухаммедгириевна. Нормально, мы все свои, да. Почему не... Управление образования Адыгихабльского муниципального района Китокова Ирина Евгеньевна. Республики по вопросам общественных отношений и социально-экономических связей с Республикой Абхазия Кончев Умар Муратович. Член Общественной палаты Республики Абхазия Ашба Роберт Шамсудинович. Приветствуя делегацию Абхазии, мы отдаем дань уважения тем, кто заложил основы ее суверенитета. Первый президент республики Владислав Ардзенба – символ борьбы за независимость и созидательство труда во имя будущего Абхазии. В этом году ему исполнилось бы 80 лет. Его вклад в становление государственности и сохранение национальной идентичности навсегда останется в памяти народа. Как достойно твоей жизни пройден срок.
Арцимба Владиславович, жизнь — это такой бесценнейший урок. Для молодого человека и седого старика, который нам с тобой оставлен на века. И из истории не выкинешь слова. И много сделано Абхазия, чтоб процветала. А было сделано с открытой все душой, с народом вместе сделано немало. Где горы лижут облака, где море теплого ласкается прибой, останешься ты в памяти народной на века. Любимый, почитаемый, незабываемый герой. Абхазия, как мать, все поняла, и на него все трудные задачи возложила. Достойно протекала жизнь его сполна. Народная молва его в самоотверженности не забыла. Где годы летят облака, где море теплого ласкается прибой, останешься ты в памяти народной на века. Любимый и почитаемый, незабываемый герой. Стихи Ионова Галисы, музыка Бирковой Муслиман. Bye.
приехали с Абхазии. Мы очень вам рады, что вы к нам приехали. У нас есть что вам показать, что вам рассказать и так далее. В Адыгейхабльском районе у нас 22 образовательных учреждения. Вот. Эта школа Алла Старокувинск у нас является ресурсной школой. Почему она ресурсной школой стала? Потому что здесь очень с большим энтузиазмом ко всей работе подходит директор школы. Я не хочу ее восхвалять, но и умалять ее достоинства я тоже не хочу. То есть очень грамотный директор. Они участвуют во всех наших мероприятиях. В этом году они приняли участие в грантовом проекте и завоевали 3-е место, тем самым обеспечив себе 300 тысяч рублей. 2-е место 300 тысяч рублей. То есть работа ведется ежедневно. Вот вы все прекрасно видите, да, в каком состоянии эта школа. Если этой школе не уделялось бы внимания, конечно бы она была бы как все остальные. Но в районе у нас идут капремонты. Наш район в большом количестве, самое вообще по всей республике, больше всех школ отремонтировано у нас. И сейчас у нас строится очень большая школа на 600 мест в ауле Адыгейхабль, в центре нашего аула. С десяток лет уже я наблюдаю за вами, вот, за общественными организациями именно вот абазинского народа, и хочу вам выразить огромное спасибо, потому что у вас в приоритете всегда дети. Вы все делаете для этих детей. Подарки, и поездки, и проводите разные мероприятия, тем самым объединяя еще раз в свой круг их. Молодцы, огромное вам спасибо. Очень приятно сегодня также познакомиться с вами, коллеги, спецунды приехали и так далее. Очень хорошая традиция зарождается. Недавно мы в составе делегации всего района были в Адыгее. Мы там подписывали соглашение между 2 районами. Если такое тоже случится, это тоже будет очень хорошо. Еще раз говорю, у нас есть что вам показать, что вам рассказать, и у вас, наверное, тоже есть. И вообще очень приятно встречать людей из братской нам республики. Спасибо. К сказанному я бы хотела, буквально, может быть, это не такой большой подарок, но вот как-то случилось так, что это было очень быстро все случилось. Есть такая книга «Знаменитые люди Кавказа». А вот здесь в одной главе, как раз вот сегодня пели про первого вашего президента и так далее, вот здесь начинается Республика Абхазия, и все знаменитые люди есть в этом сборнике. Это тоже для вас. И еще бы хотелось подарить вам 2 авторские книги. Написал Рубин Физиков. Обе книги это Санша и его «Человек смертен, но бессмертны его крылатые слова». То есть тоже хотелось бы вам подарить в ваш музей. Конечно же, я хотела сказать, что в мире нет ничего прекраснее дружбы. Также, коллеги, все, что запоминается в этой жизни, это дружба, где мы встречались, познакомились, мы к вам приехали, вы к нам приехали, обмен делегациями и так далее. С удовольствием примем вас, еще раз говорю. Спасибо огромное, спасибо. Школы достойны, вот сейчас Малоабазинский у нас капитальный ремонт проходит. Я не скажу, что он на стадии завершения, но я думаю, что к началу нового учебного года там, значит, дети придут в обновленную школу. Не только обновленную школу, стены и так далее, оборудование полностью обновленное. Начиная со стула, заканчивая интерактивными досками и так далее. То есть это тоже у нас предусмотрено. Еще что хотела сказать, вот по опыту еще расскажу вам, что вот в этой школе, у нас в 4 школах есть группы дошкольного образования. И в данном случае здесь тоже мы открыли эту группу дошкольного образования. Здесь идет как бы уже тандем такой уже, что вот этих детей маленьких в садике, они уже знают, что это школа, как себя вести, старший, младший и так далее. Ведется очень большая патриотическая работа. Я думаю, оно не пропадет даром. А так, я хочу сказать, что вот когда вспоминали вот эти страшные эпизоды, я смотрела, когда началась вот эта война,
Вот, очень много ребят с Адыгейхабельского района поехали туда воевать. В частности, мой муж тоже там был. Вот. И тогда нельзя было сказать, ну как там, это война, как вы можете поехать и так далее. Даже не обсуждалось. То есть вот 5 одноклассников встали и поехали. Ну, вот так, слава Богу, все вернулись живые, здоровые. Спасибо, да. спасибо. А так они участвовали и поддерживали как могли. Спасибо. Это завуч школы. Очень приятно. Ну, ничего страшного. Спасибо вам, что вы приехали. Очень хорошо вот такие мосты налаживать. Да. Это музей школы. Спасибо. Спасибо. Бзе, авкушколаш зарасхат, амра, бзидзата, пшзадзата, абра бапна, хашилан, нехтуа, япхата пна, иги лашара, иги кейт, иги пшзабзумя, рахай пшзаро, губхара копта, лаш зарасхат зума яхрегу, حس شوكو اكسفرام حيش شوكو راكو بيعايز اختوا بار يحريغو يناقض لاجي شاي باح شاح بيد حتى سكوبنا حبزاشتنا يناقض لاجي شاي يناقض لاجي حقوريوش بار دوكم سواتاجي парламента قدا и депутат шаиц яй навадги хрейбургун авадги храньюн أبشر يارك وشردا ينشيد وجا زمان ابنا أبزاشتي أبسنا رتsa يحربخيد يحتقبها حنتكارا أبسنا حنتكارا راحا يبقى خرنص راحا يقعرنص زما أبزك ورايتو حقروك أمشي حمو زما الله حسوشتا وسطنا الله تزرس خد يل الله حدوان شيدو Абзира Хипра Дзамадзуги. Я бы хотел слова благодарности выразить директору школы Амре Килба за это прекрасное мероприятие, которое мы немножко вот чуть назад отдалюсь от сегодняшнего дня. Давид Дасань — это известный человек в нашем абхазо-адыгском мире, абазинском мире. Мы очень его уважаем за тот патриотизм, за ту работу, за тот труд, который он вкладывает в дело укрепления нашего этноса. Он большое внимание уделяет языку, он прекрасно владеет, наряду с абхазским, абазинским языком, хотя у нас один язык, и тем не менее он прекрасно им владеет. Он знает черкесский, адыгский язык, кабардинский. Он знает карачаевский язык. И 7 языков, да, мне подсказывают. Вот наш уважаемый старший Ахмад Чапта Фуат Вахбарауraz Урчука Фуат. Я бы хотел слова благодарности выразить Управлению культуры Адыгейхабельского района. Большое спасибо, что посетили, что уделили внимание, что приехали здесь, вот сейчас с нами здесь находитесь. Вот здесь с нами также сидит наш человек в Абхазии, скажем так, представитель абазинского народа в Общественной палате Абхазии Роберт Ашба. Респект. Он ветеран войны 92-93 года, Отечественной войны народа Абхазии. А вообще в Старокубинск это, ну, скажем так, основа. Больше всех добровольцев было со Старокубинска. И они внесли огромный вклад в победу в той войне. И все абазины, и адыги, и карачаевцы, и нагайцы были, русские, грек, осетины. Все кавказские народы встали рядом с Абхазией, потому что это было слово правды, слово справедливости. Защитили Абсна,
И вот сейчас абсолютно независимое государство, признано Российской Федерацией и рядом других государств. Мы все силы будем прилагать для укрепления Абхазии. И вот сейчас это нынешнее, сегодняшнее мероприятие тоже вклад в укрепление наших культурных связей, этнических связей. Давид уже много лет, он сейчас, я думаю, тоже нам несколько слов скажет, этот проект ведет не несколько, а много лет ведет проект «Кавказ наш общий дом», где он делегацию из Абхазии привозит к нам в Карачаево-Черкесию, Донбай в частности, и после он всегда посещает Черкесск для того, чтобы еще больше сблизить, еще больше людей узнали друг друга. Вы не представляете, сколько людей узнало за это время друг друга при помощи Давида Досани. Большое ему спасибо за это. Я хотел бы сказать, что вот именно вот эти отношения человеческие, вот эти связи, они самые крепкие. Вот сейчас Давид из школы номер 2, да, Пицунды, привез учителей, завуча. А в прошлом году это была школа Цандрипшская. Цандрипшская вторая. Цандрипшская вторая школа. Мы вот точно так же в том году организовали. Давид мне позвонил, говорит, так и так. Я говорю, отлично, Давид, давай, поддерживаем идею. И мы были в Эльбургане, Абазинского района. Они подписали соглашение о сотрудничестве. И помимо этого официального, ну как бы и связь уже пошла такая человеческая. И они приехали с визитом, да. Из Эльбургана ездили в Цандрипш также. Да. И точно так же, ну, тогда визит был в ту сторону. И в этом году Давид, когда позвонил, я говорю, Давид, молодец, тебе спасибо. Мы, наоборот, должны сами тебя просить, а ты нам говоришь, ну, естественно, мы его поддержали. И когда мы уже связались, подумали, думаю, все-таки в этот раз Старогубинск точно нужно, потому что это Ашкарский аул. У нас в Карачаево-Черкесии 4 ашкарских аула, да, Старогубинск, Новогубинск, Апсуа и Абазакт. И мы непременно хотели попасть в Старогубинск, и когда Амре сказали, она вот быстро и прям молниеносно все начала организовывать за считанный день, 2-3. Поэтому еще раз благодарю за эту организацию и хотел бы сказать, что вот и в следующем году, еще дальше, мы вот такие проекты дальше осуществляли, потому что это очень важно, когда именно школа это основа, я считаю, вообще человека. Как в школе вот человек пошел, он так и в жизни, как правило, и движется. Спасибо всем учителям за ваш труд, что вы воспитываете, именно вы воспитываете поколение следующее, которое уже пойдет за нами. Поэтому это очень важно. А когда вот мы вот эти связи наши укрепляем, то и вы будете также транслировать ученикам нашу дружбу, наше братство. И того будут за Наяйзаха. Спасибо большое всем. Очень вас всех видеть. Сылэпшу, сыпсепшу, сайштраква, сахштраква, абазава, пхадуску, абхерта, директор, пхадуску, ахша, администрация ахша, ахба, балара. Шаргиарги, рхнышна кацевиц, васхаха кацевиц, шицхаква. Шарги Ариге, Псанги Укхама, Абсанги, Карачаево-Черкесия Республика. Ерхит Абхахапа, Заджа Игуэ Ямысрат зла, Ямысрат, Абхахапа Ерхит, Ауайр Дыри, Абсна, Большая Абазаха, Ануповича, Орлюк зчпуз и нукозгуз ари город Шпраль Агана Хала Кавказ и тызцауаз япшуз землеги Карачаево-Черкесия Республика Абазаха Ябзазуз, а вот малая Абаза вечно, большая Абаза, малая Абаза. Ариса
иксим хотс дария турых янып. Кавказ яхсацап шутцепха хизатизмуа проекта анаршара баргура когияният лайхлаги ветахлаги Кавказ ауи яцха шердаюп ават рпны яап ау наша чпавича я Адыгея республика, я Карачаевская Алла, я Кабардино-Балкария, аватса Терский район, Северная Осетия, Ахбашапа. Для того, чтобы сейчас все вы меня поняли, я хочу поблагодарить директора школы, заведующего отделом, я так понимаю, образования, администрации, управления образования администрации Адыгея-Хабельского района. Адыгея-Хабельский район был и остается моим самым родным районом в Карачаево-Черкесской республике, потому что я прописан давно в Карачаево-Черкесии, и впервые прописку эту я получил в селе Тапанда у нашего дорогого Мады Шхагошева Артура Рауфовича. Более того, бывший глава администрации данного района Фраль Шикзухов, Царство Небесное, я до сих пор его оплакиваю. Этот человек был мне как старший брат. И когда он узнавал о том, что я нахожусь в Карачаево-Черкесской республике и не заехал к нему, он очень сильно обижался. Я очень рад тому, что имею какое-то отношение к делу создания Абазинского района. В 2004 году, когда я находился здесь, в Карачаево-Черкесии, произошли те мероприятия, которые вам известны, и мы без злого умысла, только ради поддержки абазинского народа, я выступил на митинге, значит, рядом с Белым домом, жара, Абаза Кызла Шпагат, Абаза Кызла Ючоса, обсадила Бзибарашуа, жара Шхабзегеш, Цасгеш, Безшегибзи, Жили, Зенги Кашижуам. Я очень-очень рад, что сегодня лидером абазинского народа, лидером, руководителем организации Абаза является мой дорогой брат Панчаумар, которого я безгранично уважаю, который действительно делает столько, и что даже я вот со своей энергией, многие называют меня энерджайзером, но тем не менее даже я с такой энергией не справился бы с тем, что он делает. В двух словах, что я хочу сказать. Отныне Пицунская средняя школа номер 2 и Старокубинская средняя школа, ну вы говорите СОШ, средняя общеобразовательная школа, у нас СОШ не говорят, у нас говорят средняя школа. Вы отныне будете не только ближайшими друзьями, но и побратимами. Мы сейчас обговорим методы сотрудничества, а потом уже формально я поддержу Пицунскую среднюю школу, глава администрации Гагрского района Юрий Львович Хабуш также поддержит данный проект и наш министр образования Хана Владимировна Бумба, а также Мадина Аликовна Ажуба, начальник управления образования администрации Гагрского района. И вы будете как минимум дважды, это как минимум, далее уже как вы сами захотите, как минимум дважды, значит, мы примерно обговорим детали в марте или в апреле, значит, когда солнышко будет побольше, мы будем ждать вашу делегацию в Абхазии, а где-то в начале мая, чтобы
не утяжелять вашу деятельность. Я знаю, что в мае какие у вас дела и так далее. В начале мая делегация из Пицунской средней школы и вообще из Гагрского района вместе с ними приедут сюда. Это вот минимум. А дальше уже, значит, я что предлагаю, обговаривал это с Умаром, летом определенное количество мальчиков, все-таки с девочками сложнее будет, мальчики из абазинских семей, из Старокувинска, приедут, будут расселены по семьям, значит, Пицунде, там и ближе море, здесь, наверное, есть река, вот, и мальчики из тех семей, где будут размещены абазины, абазинские дети, они будут размещены в абазинских семьях. Ну, Умар прекрасно знает, такого рода проект это не новинка, она уже апробирована. Ну, сейчас я в детали распространяться не буду. Ну, в общем, эта деятельность была провалена. Абазинские дети очень хорошо проявили себя. Ну, с проявлением абхазских детей были какие-то проблемы. Поэтому после этого поговорим. Это вот вторая инициатива, которую я вам, значит, предлагаю, а вы уже сами потом рассмотрите. Третья инициатива – это изучение истории. Абазины изучают историю Абхазии факультативно, вне класса. Если, конечно, уважаемый начальник управления не будет против. Вот. А абхазы изучат абазинскую историю. Да, мы один и тот же народ, но все-таки у абазин есть своя, уже индивидуальная, эксклюзивная история. И с этого факта никуда не деться. Аллах замьюги, чах, яшча, заказла. Ялкаты схарнестакып шабышта шизыразу урчоба фуат. Ладно, зырасхат урчоба фуат. Чадам цвата урчоба фуада ахбата таныз делегация дахадылан дынайт Гагра Акалапна Далахун Япхашуз Республика чемпионат волейбол Аказла. Хара волейбол волейбол тихтун, хара анапалан полхи. Вот. Жакиш Гапустин Арина Пасчушка Аласа. Вот, и, значит, республиканский турнир по волейболу, который каждый год проводился в городе Гагре, по мановению волшебной палочки, по инициативе нашего дорогого Фуада Ручукова, значит, он превратился в международный чемпионат. Это не потому, что абазины другие, чем абхазы, мы один народ, но все-таки вы представляли там Российскую Федерацию. Ну, я думаю, что с помощью абазин мы справимся, с помощью абазин, черкесов, Адыго-Хаульского района, мы справимся с возникшими трудностями, я не говорю, вызовами. И, значит, мы организуем очень хорошую деятельность. И в этой деятельности меня мощно поддерживает карачаевский народ. В первую очередь это Назир Байчоров, Шамиль Хубиев, покойный Ракай Мухтарович Алиев, ваш коллега, которого заменить сложно. Вот, пытаются, но посмотрим, что получится. Спасибо вам огромное. Не хочу говорить много. Айгымза, Айбхамза, Дишохто Сдырай, Добра, Дарадза Свуяхай, Аха, Шихо, Сара, Сан, Лахшахба, Ахба, Шахан, Алясипа, Ибхюс Лаквам, Икапшил Лаквам, Ларгит Дакам, Яргит Дакам. Аха яап ебоп ауа, абхаритша, ауна пашка, хара яхарбану. Вот. Ну и я всех вас люблю, обожаю. Психилыш, так и психису.
Еще говори, а катаджи единском один из диалектов, что его обжива, его бзыба. А уса харахча, я ханибо ашхарау бзви. Ашхарау это лишь асфальт. Уса язык елгарнамаз. Илахкавы. Елгарнамаз урысферный сфари. Я с глубины начну, харах ахтыцыз бсхё. Вот, эйбеш веду, Кавказе пшо, злел из ланжа за брикату. На этом уле, вот Кбада, что сли его. Короче, после этого в 64 года нас переселили сюда, потом в 68 году, в 66 году мы здесь оказались. Но при въезде в Староглинск, когда будете выезжать или же заезжать, посмотрите, с левой стороны 4 флагштока стоят. Эти флагштоки подчеркивают Российскую Федерацию, Абхазию, Карачаево-Черкесию, субъект Федерации, и Шабазинский, чистый флаг. И поэтому, как нас сюда переселили, в истории Абхазии выходцы из этого аула сыграли очень много ролей. Это связано непосредственно с Нестором Лобоба. Нестор Лобоба когда он прятался в этом ауле. Дахазгаз, Жа Махмуда, Ша Махмуд, Ля Ахмад и Кабмахта. Хазгахыз база Захирей, Пска Захирей. Расторжен обрадах Чафуджанхаз. А рекета же Лара не то из Врайдоп, Рабхарча Ацараз Зерцохочка, из Гито Лара Псабснера Ажгар. А в этом после революционных действий тоже сыграли очень много. Дзиба Асхад в Абхазии, он заведующим отделом был при аппарате Нестора Лобова, был начальником розыска Чемчирского района Цуца Батович и начальником по борьбе с экономическими преступлениями был Пскудавлет Батович, который Цуца даже был представлен к званию Героя Советского Союза. После всех этих событий опять Шенгао Коля тоже отсюда, который сыграл в истории и как единомышленник Владислава Григорьевича в изучении истории. Коля, археология. Да, в области археологии сыграл очень большую роль. Кроме всего этого, с этого села в Абхазии в Отечественной войне принимали участие 28 человек. Из них один герой, Килба Махмад, вот эту школу все заканчивали. Килба Махмад, 12 кавалеров ордена Риона, и остальные все имеют медаль за отвагу. Кроме всего этого, опять же, Мухаммад был секретарем Совета Безопасности Абхазии. На сегодняшний день там же опять большую роль играют наши ребята, абхазины. Биджин в системе начальник милиции Творчева, начальником управления был Ремашба, начальником на сегодняшний день по борьбе с замначальника с экономическими преступлениями был Пичка. Два аула на сегодняшний день в истории, кстати, Экба, член Академии наук Абхазии, физик, сейчас который преподает в университете. Январби. Январби. И этот аул, маленький аул, так называемый Абрикатовчик, в просторы Российской Федерации выпустили двух академиков. Академии наук педагогических Экба Назир, это человек, который является автором книги «Русский язык для национальных школ Советского Союза». И второй академик транспорта – это Этлухов Олег Андреевич, который, кроме всего этого, является секретарем Союза писателей
российское. Вот «Притяжение», «Звезды над Каиром», вот книги, которые являются бестселлерами для Абхазии, для Кавказа. Абхазское вино, потом «Зов крови» и так далее. Вот автор этих книг. В этом ауле 11 докторов и 24 кандидата наук. Так что спортсмены, олимпийский призер Храчев тоже с этого села. Приятно оказаться здесь сегодня. Мы даже не ожидали, вот, что настолько мы окажемся, такой теплый прием нам будет оказан. Я не люблю говорить, я очень волнуюсь, да, и сейчас тоже все так неожиданно. Я вам просто от души хочу сказать искреннее спасибо и признательность за то, что вы нас сегодня так встречаете. Это небольшой сувенир для вас из Пицунды, это наша визитная карточка. Ну, и можно открыть, да. Просто помогите открыть, да. Чтобы у вас был кусочек моря. О, красота. Это работа нашего молодого художника. Художник из Сухума, да. В общем, мы просто по времени тоже... А как фамилия художника? Свижба. Свижба. Это знаменитая скульптура. Работа Свижба. Это у нас... Ну вот Свижба. Прямо на берегу моря. А здесь наш ресторан. А, скульптор того, я не помню. Да, скульптора. Это 60-е, или Пицунду 50-е. все узнают именно по этому. Да, это визитная карточка Пицунды. Да. Спасибо большое, да. А это наши скромные дары. Сейчас самое, наверное, время, когда у нас... Сбора урожая. Осень. Тагала. Тагала. Да. Спасибо. Для меня Абхазия занимает, наверное, определенный кусочек в моем сердце. Очень люблю Абхазию. В каких городах я только не была, вот в Пицунде никогда не была. И я с удовольствием, мы в апреле-марте, надеюсь, приедем к вам в гости. Обязательно. Давайте. Рамазан, Карпов, Киладрымов. Все. Девочки, если честно, когда мне Мария позвонила и предложила, сказала, что делегация с Абхазии приезжает, коллеги наши, честно загорелась, с удовольствием принялась за организацию этого мероприятия. Я уже повторялась, что Абхазия вот какой-то кусочек в сердце все-таки занимает. Нурадин уже сказал, мы родом из Ефели-Апсху. Вот там, кстати, при входе два памятника, и между ними камень. Он имеет огромное значение для нашего сельского поселения. Буквально на днях, как на днях, вот весной мы его перенесли сюда. Он с 1868 года, этот камень, значит, в 64-м, когда из Псху, с Ефели-Апсху переселились сюда, и мальчик, ему было всего 14 лет, с рода Аджиев, да, кажется, его зовут, сейчас сразу не могу вспомнить. Дедушка композитора Чанга. Они через какое-то время, через 4 года, вместе с друзьями, значит, по перевалу, значит, решили посмотреть, что осталось от их селения Псху. И придя в свой дом, они увидели запустение, развалины, руины, и вот этот камень он оттуда привез сюда. Когда бабушка молола кукурузу, она подкладывала этот камень. Не знаю, каким образом, но факт то, что он хотел обрадовать обрадовать бабушку, этот огромный камень он перевез отсюда. И вот с тех пор во дворе Аджиевых, значит, здесь находился этот камень.
Его внучка сейчас находится во Франции. Позвонила мне и говорит, вот камень, говорит, пожалуйста, найдите во дворе. Они этот дом продали другой семье. И говорит, если найдете как-нибудь в музее или куда-нибудь, определите его. Мы вот с мальчиками их отправила, она мне объяснила небольшой камень. Оказывается, он практически на 90% он был уже в земле. Мальчики его выкопали, привезли. Я его же не видела, привезли в моей машине. И сын говорит, он говорит, в машине будет лежать камень. Я говорю, пусть лежит, говорит, я его потом, говорю, в музей отнесу. Через какое-то время муж звонит, говорит, слушай, говорит, это что за камень? Говорит, у нас в багажнике лежит. Я говорю, а что большой? Что? Говорит, ты видела, говорит, каких размеров? Целый день возили, он в город его повез, в Черкесск. И в итоге этот камень мы перенесли вот в мае месяце. Ну, не стали его поднимать в музее, решили, что там действительно ему место. Поэтому этот камень как частичка нашей Родины. И вдвойне рада вашей делегации, коллеги наши, мы с вами занимаемся общим делом. В наших руках судьба наших детей. Вот 3 профессии даются от Бога. Это лечить, учить и судить. И вот остальные все уже в процессе развития, эволюции они появились. Вот 3 профессии, одна из которых наша, и судьба детей в наших руках. Вот мы строители судеб детей, и какими мы их построим, такие они будут в будущем. Пусть наши дети, и абхазы, и абазины, вот как Мурадин говорит, мы одно целое, мы один единый народ, чтобы наши дети во всех уголках мира звучали, они действительно, наши кавказские традиции, они отличаются, где бы они ни были, наши дети всегда достойно себя представляют. И вот наше дело, мы достойных представителей нашего народа направили на путь истины. За наше благое дело, за наше сотрудничество. Я надеюсь, что вот это начало будет иметь длинную дорогу, интересную и вам, и нам, и нашим детям, чтобы она продолжалась долгие-долгие годы. Вам спасибо за организацию, что выбрали наш аул. Действительно, мы вам очень рады.
Архазы, Архаза. Молодцы! Пицунская средняя школа номер 2, молодцы! Thank you.